Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что мужчина думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух обратитесь к нему и задайте ему свой вопрос. Мой милый дорогой, что ты прямо сейчас, в этот самый момент, думаешь обо мне? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас не скрыто. Давайте узнать. Так, нам показывают мужчину очень взволнованного, такого, знаете, горячего, нетерпеливого, нервного и даже в какой-то степени мнительного. Мужчина, который не любит, когда его не слушают, либо когда наперекор ему что-то делают. А вот ему хочется быть вот самым важным, самым главным. Мужчина отчасти очень эгоистичный, эгоцентричный, и мужчина, который любит, чтобы ему как угождали, да, чтобы все было так, как он сказал, как ему нравится, чтобы по шерсти гладили, но никак не против. Очень болезненно относится, когда его критикуют. Просто вот может слечь в кровать из-за того, что у него что-то не получилось, да, либо он где-то какую-то неудачу потерпел. Но при этом надо дать должное, мужчина очень деятельный и активный. Вот когда ему надо, он может весь мир перевернуть. Когда не надо, его тут и бульдозером не подвинешь. Что касается вас, вы для него женщина номер один. Номер один, он вас тут, смотрите, на пьедестал поставил, он вам тут и водичку подлил, и корону приготовил, и он на вас возлагает большие надежды в своей жизни. Вернее, он возлагает большие надежды на счастье вместе с вами в своей жизни. Вот, вы для него как женщина для любви, для счастья, для тихой, спокойной жизни. Вот как-то так он себе это рисует. С вами он чувствует себя максимально комфортно, уверенно в завтрашнем дне. И он понимает, что вы, в отличие от него, очень спокойная, очень такая взвешенная. Вы меньше подвержены таким импульсивным эмоциям. Вы менее горячая, да, взбалмошная. Вы очень рассудительный человек, предусмотрительный человек, очень заботливый человек. И он такой, вот, она мне идеально подходит. Это женщина моей мечты, женщина моего будущего. Если честно, вот положа руку на сердце, он очень хочет, чтобы вы были его женой. А если вы уже его жена, он хочет, чтобы все вот именно так и продолжалось. Да? Потому что с вами он действительно счастлив. С вами ему очень спокойно. Вы его тот самый теплый, надежный тыл. Ему всегда хочется к вам возвращаться, ему всегда хочется вас обнимать, получать от вас заботу, проводить с вами время. Вот вы его как-то успокаиваете, что ли, как-то очень положительно на него влияете. Хотя, знаете, вот есть у меня такое подозрение, что вы сами по себе женщина непростая, и, возможно, у вас есть определенные способности, которые вы, либо ото всех скрываете, либо не до конца еще их выявили у себя. То есть у вас какие-то руки особые, очень теплые, очень нежные, и руками вы можете, буквально творить чудеса. То есть прикосновения ваших рук, они убирают боль, они снимают напряжение, они успокаивают. Опять же, если вы за что-то беретесь, особенно если это своими руками делать, то у вас всегда все получается. То есть любое дело, любая ситуация у вас в руках спорится.
Вот есть магия в ваших руках, сила вот однозначно есть. И сила это добрая, понимаете, в таком ключе. Но при этом вижу, что за вами стоят очень серьезные духи. Это духи, скорее всего, вашего рода. Здесь мужчину грозного показали. Мужчина с бородой, и он прям такой взгляд суровый у него, так на меня, смотрите, смотрит. Ну, такой, да, чтобы я лишнего не сказала, чтобы девочка его не обидела. Это либо дедушка, либо какой-то вот прям праотец мне идет, очень мощный мужчина. И этот мужчина, он, ну вот именно в своей жизни был очень честным человеком, сильным, честным, и его плохие люди боялись. Прям боялись, как огня боялись. Вот, этот мужчина вас защищает. И этот мужчина периодически, ну, как бы сказать, дух этого мужчины, да, периодически ненужных людей из вашей жизни просто вот выбрасывает, отбрасывает, отталкивает. И если вы достаточно часто встречали такую ситуацию, что вы с кем-то начинаете там общение, отношения, а потом раз, и этот человек пропал. И вы такая, ну как так, да, почему человек пропал? Ну потому что вот этот дух-защитник, он прогнал ненужного человека из вашей жизни. Вот этот дух-защитник на этого мужчину очень так строго смотрит, то есть он не позволяет этому мужчине лишнего. И если мужчина вдруг там вздумает шалить, шутить, то ваш дух-защитник очень может серьезно его наказать. Это так, чтобы вы знали. Так, и еще по поводу вас хочу добавить, что вы женщина очень красивая, вы женщина редкой красоты, и это я говорю, вот как вижу, как мне показали, да, вас на пьедестале показывают. Ну, простую женщину не стали бы на пьедестале показывать. И опять же, хоть и общая отсыпка, но вы же именно на это видео пришли. Среди сотен тысяч видео вы именно на это попали, значит, это видео про вас. И здесь показано, что очень многие мужчины ищут вашего внимания. Очень многие мужчины хотели бы ну, быть рядом с вами, хотели бы, мечтали бы о том, чтобы вы на них внимание обратили. И среди этих тысяч мужчин есть один, который... Ну, давайте скажу, как есть. Да, мужчина, который вот в отчаянии, просто в конвульсиях, в отчаянии бьется. И этот мужчина, он может пойти на... Ну, не очень честные вещи. Что я имею в виду? Я имею в виду приворот. Вот этот мужчина, кто хочет вас к себе привязать, зная, что вы, например, в отношениях с другим, а у кого-то даже отыграется, что вы замужняя дама, да, и смотрите сейчас на мужа. Этот мужчина может вас к себе привязать приворотом. Ну, по крайней мере, попытаться. Этот мужчина вас скоро будет чем-то угощать. Это какие-то, может быть, конфеты, фрукты, что-то заговоренное, да, то, на чем есть сильный заговор. И также этот мужчина может вам подарить какой-то небольшой подарок, сувенир, тоже заговоренный. И здесь вас хотят предупредить, да, чтобы вы там от чужих мужиков ничего не брали, иначе вы можете попасть под этот приворот. И с вашей-то силой непонятно, как это сработает, да? У каждого ведь свой уровень возможностей. Кто-то действительно может стать жертвой приворота, но у кого-то могут дела немножечко покоситься в другую сторону, да, вот прям не ладиться, да, потому что приворот на вас ложится. Вот здесь вас именно предупреждают о том, что вот он, видите, рядом с вами стоит и чем-то хочет вас угостить. Но этого брать нельзя, нельзя угощаться, нельзя принимать подарки, иначе вы можете попасть под приворот. Да, немножко мы сбились с темы, но раз информация идет, вас просто хотят предупредить. Да, возможно, вас именно ради этого привели на это видео, чтобы вы предупреждение получили. Так, возвращаемся к вашему загаданному. Что он думает о вас? Он думает о вас, что вы поменялись очень сильно за последнее время, что-то поменялось во внешнем, а может быть и во внешнем, и во внутреннем. И ему это нравится, ему это очень нравится. Он не понимает причину ваших перемен, но ему это очень нравится. То ли вы во внешности что-то изменили, то ли вы как-то по-другому стали себя вести, что-то по-другому начали делать. И вот он так смотрит, думает: о, замечательно, прекрасно, мне это нравится, мне это подходит. И еще этот мужчина думает, что вы всегда какая-то вот необычная, нельзя предугадать, что вы сделаете дальше. Вроде как он вас и знает, но вы каждый раз умеете удивить.
И его это очень сильно на самом деле будоражит. Вот последняя встреча, что-то вы такое то ли сделали, то ли сказали, и он такой прям сидел, как обухом по голове дали. От счастья кружилась голова. Что-то хорошее, видно, сделали, что у него прям, да, головокружение случилось. Ему хочется повторения, ему хочется, чтобы это еще раз повторилось. Подумайте, что вы сделали, что вы сказали, либо как вы на него там посмотрели. Ему это очень прям зашло. Так, еще он думает о том, что вы достойны самого лучшего. У него есть какой-то денежный запас, как-то денежки там, не знаю, сэкономил, приберег, отложил для того, чтобы вам сделать хороший подарок. И, возможно, он уже знает, что покупать, а возможно, он только лишь в поисках, да, идеального подарка для своей идеальной женщины. Вот, если вы чего-то особенного хотите, вот четко знаете, чего хотите, то можете ему намекнуть, и ему будет проще. И тогда он безошибочно подарит то, о чем вы мечтаете. Ну, а если вы любите сюрпризы, тогда просто доверьтесь вкусу, интуиции этого мужчины, и будет вам сюрприз. Так, еще он думает о том, что вы должны отдыхать. Не знаю, то ли вы очень много работаете в последнее время, то ли вы давно нигде не отдыхали, а может быть, у вас недавно был разговор по поводу отдыха. Вот он думает о каком-то отдыхе, желательно, вот, чтобы вы вдвоем, и если у вас даже есть дети, да, чтобы детей, может быть, там, к бабушке, к дедушке перекинуть, и вот именно насладиться друг другом. Кстати, по поводу насладиться, что у вас с интимной жизнью? Здесь мужчине явно не хватает, либо ему мало, ему катастрофически мало. Здесь не только про именно само соитие, а здесь больше, наверное, идет про моменты, когда вы вдвоем, когда вы принадлежите друг другу, когда вы в объятиях, например, находитесь. Вот хочется больше таких моментов. Если у вас загаданный мужчина еще ничего не было, то здесь мужчина прям очень хочет, и он и боится поторопить события, да, чтобы вас там не напугать, чтобы вы там не взбрыкнули. Но с другой стороны, прям, я ее хочу, я не могу, я схожу по ней с ума. Она такая желанная, она такая необычная, нежная, манкая. Так, и еще, именно сейчас этот мужчина думает, не знаю, о магии он думает, здесь куриная лапка вышла с его стороны. Может быть, он решил записаться куда-то там к магу, эзотерику, гадалке, к экстрасенсу. Его что-то беспокоит, либо он хотел бы, может быть, что-то уточнить. А возможно, этот мужчина уже ходил к гадалке, уже ходил к эзотерику, может быть, с кем-то общался, да, с таким вот продвинутым. И теперь обдумывая то, что ему сказали. Возможно, да, какое-то ему предсказание было сделано по поводу вас, либо по поводу его будущего. И он прямо об этом думает. Но что бы ему там ни сказали, либо что бы его не беспокоило, все равно самое главное, о ком он думает, это вы. О том, чтобы вас не потерять, о том, чтобы с вами не расстаться, о том, чтобы ваши пути не разошлись, чтобы никто не увел, да, чтобы вы там не передумали. Об этом думает. И девочки, кто загадал на любовника, я просто вижу, что есть у меня тут девочка, которая замужем и загадала на своего любовника. Тогда, смотрите, муж будет вас через приворот удерживать, а вот любовник, на кого вы загадали, он ходил уточнить, да, действительно ли вы серьезно его рассматриваете, потому что ваш любовник действительно хочет вам предложить всего себя и предложить жизнь вдвоем. Да, вплоть до того, что он скажет: все, уходи от мужа, теперь ты моя, а я твой. Да, вот в таком ключе. Так, еще о какой-то он женщине думает, помимо вас, еще какая-то женщина, но к вам у него тепло идет прям по всему телу, а той женщине, когда он о другой женщине думает, у него прям мороз по коже. Он эту женщину и боится, и ненавидит. Какая-то вот коварная особа, и ему очень не хочется, либо он готов сделать что угодно, лишь бы вы с той другой женщиной не встретились. Не знаю, то ли она ему угрожает, то ли... вот как-то, знаете... Он не то чтобы ее боится, он скорее больше боится за вас, да, чтобы вы с той другой женщиной не встретились, и чтобы она ничего плохого вам не сказала, не сделала. Об этом он еще думает. Не знаю, кто та другая, но явно нехорошая женщина.
Так, еще показано что-то вкусное. То ли вы ему что-то пообещали приготовить, то ли вы для него что-то вкусное готовите. И ему прям то ли сейчас голодно в момент, когда мы смотрим эту отливку. Он такой голодненький сидит и вспоминает, как вы там вкусненько его угощали. И он такой, блин, вот хоть бы кусочек, да, либо хоть бы ложечку. Прям у него в желудке урчит и сводит. И вот он о чем-то думает, что именно вы либо обещали, говорили, что вы готовите, либо вы ему уже готовили, и он прям ум отъел. И он такой, ой, хоть чуть-чуть, хоть понюхать, да, вкусняшечку хочу. Он голодный сейчас, в прямом смысле слова. Так, еще о чем вы должны знать. Вы должны знать, что этот мужчина по большей части говорит вам правду. Есть, конечно, моменты, которые он не договаривает, но в лжи от него я не вижу. Вот он то ли себе слово дал, то ли вы так с ним договорились, да, что врать друг другу мы не будем. Есть моменты, которые он не договаривает, они точно есть, но это не ложь, это просто вот скрытая правда, назовем это так. И если вы его будете спрашивать напрямую, он не станет вам врать, он все вам расскажет. Вот это я тоже вижу. Его решение никогда вам не врать, потому что он тоже уверен, что вы ему тоже никогда не врете. Он не хочет нарушать этот договор, и его все очень устраивает. Так мне показали. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.